Мы продолжаем знакомить вас с приемными семьями и сегодня побываем в Алдане в гостях у семьи Третьяковых. Пока Александр Михайлович трудится на предприятии «Алдан-Газ», Елена Викторовна ведет быт большой семьи. С детьми детского дома судьба свела Елену Викторовну в юности, когда она приходила на работу к маме в детский дом, и ее неравнодушие повлияло впоследствии на решение стать приемной мамой. У нас очень большая дружная семья, семья Третьяковых. Семья у нас, вообще уже существует 10 лет. С 2011 года мы, получается, взяли вначале опеку. Начали с 2 маленьких ребятишек с мужем. Вот они уже большие, двойняшки, Юленька и Саша. И потом, спустя 4 года, познакомила их с родными, брат, сестра. Вот Даниил, Рима, она постарше самая, она сейчас учится у нас в Благовещенске, на воспитателя, вот. И еще их забрала, вот мы с мужем. А как у нас получилось, мы приходили в детский дом, просто с 2010 года просто помогали, помню, еще была группа «Солнышко». Приносили детям подарки, потом там тортик приносили, вот так мы знакомились. И потом познакомились, что сами потянулись дети. И, конечно, хотели ребеночка взять, но хотели одного, а они вдвоем, и замечательно, еще веселее, кстати, проще, когда вдвоем, когда один. Ребенок бы, наверное, более был стеснительный и более был замкнутый. А когда сразу же двоих, и они в одной группе, они тем более брат-сестра, и они комфортнее себя чувствовали, и они друг за дружку были. И в один садик, в один класс, и все вот так вот вместе. И с 2015 года мы уже, у нас было 4 детей, а вот полностью семья их вместе восстановилась, родные, и мы стали уже приемная семья официально. И в 2016 году у нас муж занимался футболом, сейчас уже повзрослел, больше ходит как болельщик, за детей, за своих переживает. Вот. И тоже познакомились с мальчиком, ему на тот момент уже было, правда, 14 лет, Максим Головных, и футболом занимался, и взяли в семью, попросился. Помогали ему, он нам помогал, и уже нас стало 5. И так постепенно подтягивались его друзья, и тоже все занимались футболом, кто-то спортом. И вот еще нас больше и больше становилось. И на сегодняшний день за 10 лет мы воспитали уже 18 детей. Вот. И, уже, правда, многие выросли. Кто-то стал студентом, кто-то уже нашли свои семьи, вторые половинки. Кто-то уже, конечно, самостоятельно начал жить. Но планируем где-то в октябре пополнить нашу семью маленькими детьми. Дети, они, конечно, все разные, с разными судьбами. И трудные. В основном, да, в последнее время мы брали потом с мужем трудных детей. Трудных в плане, многие их не хотели брать, потому что с трудными такими сломленными, я бы сказала, наверное, сломленной жизнью и характерами. Вот. И трудные подростки, они кто-то попадается в ПДН, кто-то еще куда-то. И тем более подростков много не берут. Но мы брали и пытались изменить, и у нас получалось, слава богу. И вот кто-то уже техникум закончил, кто-то на вторую профессию пошел. Огромная заинтересованность в судьбах детей способна изменить их к лучшему и определить успешное будущее, что мы увидели, общаясь с приемными детьми в семье Третьяковых. Мне 17 лет, учусь в техникуме на 1 курсе. А на кого вы учитесь? На автомеханика. На автомеханика. И какие у вас планы дальше? Получить профессию, потом после армии пойду еще на одну профессию. Маму я очень люблю, благодарна ей за то, что поменяла меня полностью. Был характер ужасный. Как говорит мама, брала трудных, я вхожу в них. Благодарна ей очень за это. Папа тоже, люблю папу. Папа у нас хороший, добрый,
заботливый. Мама как бы говорит всегда быть выше, не обращать внимания на тех людей, которые пытаются сделать какую-нибудь пакость в жизни. Я прислушиваюсь к маме, к маминым советам. Ну, в этой жизни большинство всего я добилась благодаря только маме. Жень, а вы сколько лет воспитываетесь в этой семье замечательно? Ну, уже год, даже больше немножко. Год даже больше. И за это время вы чему-то научились, да? Что вам дали приемные родители? Ну, чему я научился любить и ценить чей-то труд, уважать старших. Здесь мне живется нормально вроде. Хорошо все. Родители помогают. Говорят уважать других. Поддерживать. Главное, чтобы любили родители. А что вам за эти 6 лет дали и дают ваши родители? Ну, конечно же, заботу, любовь. Данил, а какой, может, самый главный совет, который вы запомнили, с которым вы идете по жизни? Как мама говорила, не выпрашивать ни у кого ничего, а стремиться именно к своей цели самому. Идти по жизни самому легко или есть какие-то трудности? Есть какие-то трудности, но, конечно же, есть помощь, то есть семья, она всегда поддержит, поможет, и этому я сильно благодарен. Если бы я сейчас был бы дальше в детском доме, конечно, было бы намного тяжелее, а так мне помогают, заботятся и легче, конечно же. Окруженные заботой, приемные дети находят время и для творчества. У меня есть хобби, и иногда я делаю картины. Сделала уже 2. Вот 3 начинаю с Сашей и со Стасом. Какая в вашей семье есть традиция? Если празднуем, то, например, день рождения, вся семья собирается. Девиз нашей семьи: один за всех и все за одного. Девиз наглядно подтверждается сплоченностью семьи. Общаясь с каждым из детей, мы увидели искренние и теплые взаимоотношения. И, конечно, очень важно услышать совет тем, кто хочет взять детей в свою семью. Не бояться и, самое главное, обдумать то, что могут они дать своим детям. Какую любовь, искренне или неискренне. Тепло будет в доме, очаг. Просто вот у нас, видите, своих кровных нету детей. Я не могу представить, что есть кровные, есть некровные. Самое главное, чтобы родители те поняли, так же ли они будут всех любить, и кровных, и некровных, и считать их своими родными детьми. Вот это вот самое главное. Став 10 лет назад приемной мамой, Елена Викторовна сумела подарить детям всю материнскую любовь, которой они были лишены. Собираясь за большим столом, Третьяковы обсуждают простые семейные радости, что еще больше сплачивает семью. И осенью мы надеемся увидеть их в расширенном составе. Сегодня мы познакомимся с замечательными детьми, которые волею судьбы оказались в детском учреждении, родными братьями Мичилом, Нюргустаном и Айталом и их сестрой Нарыяной. Моих братьев зовут Айтал, Нюргустан, Мичил. Нарыя, а ты в 1 классе учишься, да? Да. Тебе нравится ходить в школу? Очень. А расскажи, что вы в школе делаете? Пишем в тетрадях, считаем и читаем. Мальчики ходят в детский садик и все время проводят вместе. Нюргустан, Мичил, Айтал, у них еще сестра Нарына. Они ласковые, внимательные друг к другу. Старшие заботятся о маленьких детях. Мичушка разными игрушками играет. Играет с лошадками, с собачками, с конструктором, с машинками. Нюргустан тоже. Они спокойные, заботятся друг о дружке. На прогулке играют вместе, привязаны друг к другу.
Пока братья играют, Нараяна вместе с ровесниками под руководством воспитателя учится делать различные поделки, проявляя усердие и трудолюбие. А братья очень любят гонять мяч. Позанимавшись, Нараяна спешит на улицу и с удовольствием рисует на снегу причудливые цветы. Нараяна всегда вовремя и аккуратно накрывает на столы и следит за тем, чтобы братья все съедали, а аппетиты у детей хорошие. Любимое место Нараяны – компьютерный класс. Наша умница Нарыя обогнала свою группу в нескольких направлениях. Пока мы рисуем, изучаем клавиатуру или раскрашиваем картинки, она уже зашла в программу «Мир информатики» в раздел логики. То, что мы сейчас должны изучать весной. А она самостоятельно туда попала и, смотрю, решает эти задачки. Иногда удачно, иногда не очень. Но мне нравится то, что ребенок самостоятельно идет вперед. С таким же старанием Нараяна занимается и в швейной мастерской, салоне «Домовенок». Она уже умеет справляться с ниткой и иголкой и ловко пришивает пуговицы. Нараяна активно участвует в различных мероприятиях. Пока Нараяна учится всему, младшие братья Айтал, Нюргустан и Мичил играют вместе. Они обожают подвижные игры, делятся друг с другом игрушками и всегда сами могут придумать интересные занятия для себя. Мы очень надеемся, что они обретут хорошую семью, хороших родителей.